Продолжается реконструкция участка дороги Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек протяженностью 4700 метров. Ранее большую ее часть уже ремонтировали, однако сейчас укладчики используют современные технологии и новейшие решения. Работы планируют завершить к октябрю. Подробности в нашем сюжете. Строительная бригада уже второй месяц трудится над реконструкцией участка трассы Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек. Это отрезок с 52 до 65 километров. Работа в самом разгаре. Сначала укладывают специальный раствор, следом 22-тонные катки его прессуют. Из 20 кубов смеси в результате получается 28 метров одностороннего покрытия шириной 4 метра. А за качеством работ следят два оператора асфальтоукладчика. Сурхом Айрбеков в дорожной сфере уже 10 лет. На его счету более 30 объектов. Его работа требует ювелирного подхода. Нужно создать правильный угол наклона. Корректировать систему за счет компьютера и постоянно наблюдать там может неровность контролировать еще строго. Угол наклона необходим для повышения срока службы полотна. Так вода будет стекать по наклону к обочине. Здесь используют технологию подушки под асфальтовым покрытием. Основной трафик трассы – большегрузы. Для такой нагрузки требуется гравийная смесь толщиной не менее 60 сантиметров. 3 слоя из песчано-гравийной смеси и столько же асфальта. По дорожному сэндвичу сможет проехать 50-тонная фура. И это будет совсем скоро. 70% работы уже завершено. В настоящее время проведены работы по устройству и укреплению основания дорожной одежды в 3 слоях по 20 сантиметров из песчано-гравийной смеси и укладка нижнего слоя асфальта толщиной 8 сантиметров из крупнозернистых асфальтобетонных смесей. В данный момент проводятся работы по укладке 2-го слоя асфальта. Трасса Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек несколько лет как нуждалась в реконструкции. Большую ее часть, начиная с поста ДПС, доходя до развилки по улице Нурудилова, отреконструировали в 2019-м. Остальной отрезок, доходящий до границы с соседней республикой, начали в конце 2020 года. Из 3-й категории трассу перевели во 2-ю категорию. Так ширина полотна увеличилась до 8 метров. Плюс по всей дороге предусмотрели гравийную обочину и более 50 дорожных знаков. А разделительная полоса будет сделана из термопластика, которая в десятки раз долговечнее. Такому подарку рады не только жители Ингушетии, но и из соседней республики, которые часто транзитом проезжают этот участок. Молодцы ребята, очень стараются. Для нас, для автомобилистов стараются. Все мы ездим по этим дорогам. Протяженность реконструируемого участка 4700 метров. Так как трасса не пролегает в жилом массиве, здесь не предусмотрен тротуар и пешеходные переходы со светофорами. Срок сдачи объекта запланирован на октябрь 2021 года. Но, как отмечают дорожники, при благоприятных погодных условиях работу завершат в середине марта. Строительство ведется по госпроекту развития автомобильных дорог Ингушетии. В этом году у нас запланировано проведение работ на более 10 участках, так как эти участки не соответствовали нормативному состоянию, качество этих участков. Многие из этих участков нуждались в проведении работ реконструкции более 5 лет. В их числе реконструкция дороги в Даттыхе от участка Кавказ, Нестеровская, Алкун, Таргим, Чми протяженностью 17 километров. Участки дорог в Алиюрте, селениях Хыкажево и Троицкая, а также капитальный ремонт дороги Зязиков-Юрт, Горогорск с 5-километровой протяженностью. Далее Асканова, Адам Гулоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.